Приветствую вас, многие подписчики и гости канала. Вы на канале Таро Дома. Меня зовут Александра. И у меня для вас прогноз на 14 апреля, на пятницу. Смотрим все знаки зодиака по очереди. По 6 знаков будет в двух видео. Начинаю с Овнов. Овны, 14 апреля. Так, смотрим Овны. События для вас. Череп. Плохое самочувствие, болезнь. Корона — это может быть врач, кстати, вместе с болезнью. То есть это представитель закона, власти. Возможно, вы в пятницу будете заниматься своим здоровьем. Это может быть, например, и тренер в спортзале. Да, то есть череп — это и спорт. Да, то есть это что же здоровье. Мешок нельзя. Два сердца. Любовь. Свидание. Сразу же тут же. Гости. Возможно, свидание в гостях. Или свидание за чашечкой чая. Подарочек. День рождения, гости, подарки. Овны, да, у кого 14 апреля, я вас поздравляю. И еще деловая встреча в конце выпала. Встреча. Ну, в вашем случае это, наверное, будет больше обычная, чем деловая. Может быть, кто-то придет с какой-то бумагой просто. Открыткой там или подарком. Так, горизонтали, вертикали я не нашла. Значит, смотрите, у вас получается в этот день тема здоровья. Да, вот будет очень важная. Череп. Дальше общение с каким-то влиятельным человеком. Все хорошо в личной жизни, любовь. Приятная встреча, гости, подарки и деловая, может быть, встреча или встреча, связанная как-то с бумагами, документами. Вот такая вот информация для вас, Овны, на пятницу. Благодарю за внимание. Перехожу дальше к Тельцам. Так, Тельцы, 14 апреля. События дня для Тельцов. Метла выпадает, первое событие. Два значения. Первое — это ссора. Второе — это наведение порядков. Возможно, вы в пятницу будете порядки наводить. Ну, может быть и ссора. Смотрите, маска, обман. То есть кто-то обманет, и вы будете возмущены. Роза, свидание. Ну, или просто приятная встреча. Якорь нельзя. Цветочек, исполнение желания. Решение какого-то вопроса.
и гости. Чашка чая. Так, проверяем горизонтали, вертикали. Книга можно. Книга — это посещение госучреждения. Да, вот в этом госучреждении вы решите какой-то вопрос, видно. Дальше смотрим. Здесь нет, здесь есть кораблик. Кораблик показывает ожидание. Придется вам подождать кого-то или чего-то. Дальше смотрим. Здесь нет карты, нет. Прибыль нельзя. Нет и нет. Значит, смотрим. Получается, у вас с утра может быть ссора из-за того, что откроется какой-то обман. Да, то есть маски будут сорваны. Дальше может быть приятная встреча, исполнение желания в этот день, посещение госучреждения, решение вопросов там и ожидание гостя. Вот такие события у вас будут. Тельцы. Ну, в принципе, день можно считать позитивным, да, вот кроме как, конечно, обман. Но опять же, это и хорошо, потому что обман вскроется, то есть вы узнаете правду. Это тоже хорошо. Лучше знать правду, чем ходить в дураках. Благодарю за внимание. Перехожу к близнецам. Так, близнецы. Смотрим. 14 апреля, пятница. События дня. Сразу же рыба выпадает. Скользкое дело. И змея. Тоже змея у нас скользкая. Возможно, вот какая-то змея попытается вас обмануть. Удача. Метлу нельзя. Интимная связь, кровать. Ножницы, решение вопроса. Гости. Так, ну и проверяем горизонтали, вертикали. Смотрим, что здесь у нас. Подсвечник нельзя. Замок нельзя. Мешок нельзя. Нет и нет совпадений. Значит, получается, в этот день с утра только вам, видите, выпало предупреждение. Вам надо быть осторожным, потому что будет какое-то заманчивое предложение, поступит. Но это обман, хитрость, это какие-то уловки. Вас пытаются куда-то затянуть. Змея. Да, то есть человек ведет себя скрытно. Он скрывает свои истинные мотивы. Поэтому вот надо быть осторожным. Дальше показывает, удача на вашей стороне. Возможно, благодаря удаче вы вот как-то избежите этой неприятной ситуации. Дальше интимная связь. То есть все хорошо будет в личной жизни, все хорошо будет в делах, потому что вопросы будут решаться. И, возможно, еще вечером гости. К вам придут гости, вы пойдете в гости. То есть, в принципе, вот тут все хорошо, кроме вот этого первого события. Так что, близнецы, будьте начеку в пятницу с утра. Благодарю за внимание, и я перехожу к ракам.
14 апреля, пятница. События для раков. Конфликт. Первое, что я увидела, мечи. Ножницы. Решение вопроса. Так, смотрим периметр. Ой. Так, нет, нет, нет. Два события только у вас нашла. Первое — это конфликт, да, то есть два меча — это два разных мнения, ваше и еще чье-то. И здесь вот никто никому не захочет уступать, поэтому может быть серьезная ссора с кем-то в этот день. И второе событие — это ножницы, да, то есть это ножницы — это у нас отрезание, то есть отрезали и забыли, решили какой-то вопрос, поставили точку. Так что вот такие события у вас, только два выпали на пятницу. Благодарю за внимание и перехожу дальше к львам. Так, львы, смотрим, что у вас. 14 апреля, пятница. События для львов. Яблоко. Слезы. Ну, слезы бывают и от радости. Сейчас посмотрим, что дальше еще нам покажут. Ага, конфликт. Ну, похоже, не из-за радости будут слезы. Чемодан нельзя. Хорошие новости. Хотя вот смотрите, видите, слезы ложатся рядом с хорошим событием. Да, вот прям слезы радости. Так что вполне могут быть. Болезни, тема здоровья, медицины, процедуры какие-то. Может быть, болезненная процедура. Может быть, плохое самочувствие, усталость после конфликта. Да, вот такое истощение эмоциональное может быть. Цыплята — это дети. Может быть, смотрите, болезнь дети. Могут болеть дети. Можете с детьми ходить, например, в больницу. Домик нельзя. И интимная связь. Кровать. Или же кровать еще, если выпадает последняя или первая, да, то есть может показывать из-за болезни плохое самочувствие, хочется, да, вот пораньше лечь спать, полежать, ничего делать не хочется. Вот так оно тоже может проигрываться. Так, а теперь проверяем горизонтали, вертикали. Горизонтали нет. Вертикали есть замок. Замок — это откроется какая-то тайна, какой-то секрет.
Может быть, из-за этой тайны будет конфликт. Угу, здесь нет. Значит, смотрите, что получается. Выпали слезы, выпали очень хорошие радостные новости, конфликт, открытие информации, тайны, плохое самочувствие, усталость, общение с детьми и интимная связь или отдых. Вот такие события. То есть и хорошие есть, и не очень. Поэтому можно сказать, что 50 на 50 денек. Ну, в принципе, да, вот конфликта можно избежать при желании уменьшить минусы. Благодарю за внимание, львы. Перехожу к девам. Девы. Апреля. События дня для дев. Покажите мне. Пятница. Что будет у них в пятницу? Цыплята – это дети, общение с детками. Слезы, может быть, доведут вас до слез. Успех. Тайная встреча, свидание. Подсвечник нельзя здесь соединить. Разлука. Могут быть слезы из-за разлуки с кем-то. Деловой разговор. Бабочка. Сердечко нельзя соединить. Здесь нет. Горизонтали, вертикали я у вас не вижу. Получается, в этот день общение с детьми. Может быть тайная встреча, свидание. Слезы, разлука, деловой разговор и успех в делах, в работе. Вас ждет. Это еще может быть победа, например, если в этот день какие-то соревнования, там суды, победа еще может быть. Так что вот такие события, девы, на пятницу. Благодарю за внимание. Дальше перехожу к весам. А знаки от весов до рыбок у меня будут во второй части видео. Ссылочку я оставила внизу под этим видео в описании. Нажимайте, переходите, увидимся во второй части.